На протяжении исторического времени роль женщины в обществе постоянно менялась. Если раньше женщина ограничивалась только воспитанием детей и занятием домом, то сейчас женщина практически ни в чем не уступает мужчине. В современном мире стало популярным равноправие. Женщины доказали, что при желании могут покорить любую вершину, будь то спорт или политика. Современная женщина – это работающая женщина, но несмотря на целеустремленность и наличие диплома, устроиться на работу ей сложно. Работодатели предпочитают нанимать мужчин, потому что уверены, что те не уйдут в декрет. Существует ли дискриминация по половому признаку при поступлении на работу в Гагаузии? На этот вопрос нам дали ответ обычные люди, которые и сами устраивались и знают не понаслышке, какие проблемы возникают при обращении к работодателю. Я считаю, что одинаково устроиться на работу можно. Главное, чтобы было образование и умение работать. Нет работы, сейчас нету нигде работы. Работа негде. Негде работать. Вот сын уже, сколько уже, год, 3 дома стоит, негде работать. Женщин тем более. Целый день на поле там идут, прошуют за 120 лет. Целый день, такая жара. Это невозможно. Положение одинаково, мне кажется, для всех в наше время. Как для женщин, так и для мужчин тяжело найти работу на сегодняшний день. Многие придираются к женщинам. То не так, это не так. И не каждая профессия женщинам подается. То есть, например, если юрист, не каждый воспринимает женщину всерьез или полицейский. А так, в принципе, женщин смотрят только как официанток. Да, вы уйдете в декрет, вы будете рожать, у вас там ребенок болеет и так далее и тому подобное. Зависит еще от статуса. Если, допустим, девушка не замужем, ей проще найти работу. А если замужем, уже надо подстраиваться. Одинаково трудно, что мужчине, что женщине, разницы нету. На данный момент мне кажется, что очень тяжело. Дело в том, что молодым девочкам, те, что заканчивают университеты, им сейчас, они берут дипломы и без опыта работы им некуда устроиться. Не берут, потому что знают, что они выйдут замуж, останутся беременными. Надо платить им потом за это декретные. Легче всего, по-моему, мужчинам устроиться здесь у нас в Молдавии на работу. Была подружка у меня, работала в Турции. И был такой случай, они попали в театр, потом как-то столкнулись с музыкой, с литературой. И эта женщина выкручивалась во всех сферах. И до того удивлялись турчанки, как вы работаете, она работала бригадиром. Вы 2 детей воспитываете, вы и в музыке разбираетесь, вы и в литературе. И они были поражены степени развития наших женщин. На этот вопрос нам дали ответ обычные люди, которые и сами устраивались на работу и знают не понаслышке, какие проблемы возникают при обращении к работодателю. Устроиться на работу женщине сложно, но, как показывает жизнь, женщина справляется с любой сложной ситуацией. Нужно лишь бороться за свои права и не допускать развития дискриминации.